6 августа 1990 года в Татарстан прилетает Борис Ельцин. Недавно избранный председатель Верховного Совета РСФСР роняет в Казани фразу, определившую судьбу нашей республики на ближайшее десятилетие. Татарии определить свой суверенитет, в какой степени взять свою самостоятельность, пусть решает народ Татарии, пусть решает Верховный Совет как высший орган законодательной власти Татарии. Две личности боролись за лидерство. Горбачев, при его инициативе был принят закон о том, что автономные республики тоже становятся субъектами Союза СССР. Вот это начало. Потом Ельцин это перехватил, сказав, берите суверенитет сколько хотите. Это борьба двух гигантов шла в этой части. Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить. Я не хочу, подобно Горбачеву, быть тормозом на пути национального самосознания каждой из республик. Впервые эти легендарные слова Бориса Ельцина прозвучали именно здесь, в Казани, 8 августа 1990 года на встрече с общественностью города. Прошло ровно 3 недели, и Татарстан вслед за Карелией и Северной Осетией объявил о государственном суверенитете. Знаменитый парад суверенитетов, ставший причиной распада Советского Союза за 3 неполных года, начинает Прибалтика. Первой отделяется Эстония, объявив о государственном суверенитете 16 ноября 1988-го. За ней тут же следуют Латвия и Литва. После того, как 26 мая 1990 года о своей независимости объявляет Грузия, наступает черед России. Для нас непонятно, как можно своими руками распускать огромную страну, такую державу. Прибалтика уходит, пусть уходит. Договорись с ними. А Средняя Азия вообще не собиралась. Знать не знала, что там происходит. Назарбаев вообще обиделся. После принятия декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года процесс распада СССР уже не остановить. В течение полугода о своей независимости объявляют Кишинев, Киев, Минск, Ашхабад, Ереван, Душанбе, Бишкек, Алма-Ата и Ташкент. Последним в августе 1991-го, сразу после путча, ряды СССР покидает Азербайджан. Автономии не замедлили воспользоваться предложением Бориса Ельцина. Параллельно с распадом СССР парад суверенитетов начинается и в самой России. 20 июля 1990 года Северо-Осетинская АССР превращается в Республику Северную Осетию-Аланию. 9 августа о государственном суверенитете объявляет крохотная Карелия. Государственный суверенитет декларирует не только автономные республики, но даже округа и области. В частности, о самостоятельности объявляют Ямало-Ненецкий автономный округ, Горный Алтай и даже Иркутская область. Татарстан в этом списке становится 3-м регионом, распростившимся со своим автономным прошлым. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Вся республика прилипла к телевизорам, к радиоприемникам. Шла прямая трансляция, заполнены улицы, площади битком. Кого подняли на руки, я боком отошел по улице Большой Красной в сторону. Кое-каких депутатов на руках несли. Народ был в восторге. Мы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось испытать в истории нашей республики. Когда Минтимер Шамиев произносит с трибуны Верховного Совета эти исторические слова, мало кто догадывается, что поезд под названием СССР уже на всех парах мчится к тупику.